Стоимость продукции, отгруженной базовыми предприятиями, сохраняется на уровне исторического максимума. Так, основные компании нефтегазохимического комплекса Татарстана заработали почти 1,5 миллиарда рублей. Выросла добыча нефти, также производство моющих средств и каучуков. За 9 месяцев базовые компании перечислили в бюджеты всех уровней 500 миллиардов рублей. Это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. Отчисления в консолидированный бюджет Республики Татарстан выросли на 61%. За январь-сентябрь перечислено 62 миллиарда рублей. Поступления от компаний химии и нефтехимии на исторически максимальном уровне. Свои предложения по улучшению экономики предприятий представили ряд инновационных компаний. В планах у владимирских специалистов создать в Татарстане комплекс по мембранной переработке молочной сыворотки, аналогов которых нет в России. Он должен решить сразу 2 проблемы. Это экологическая проблема, которую мы имеем, когда небольшие предприятия сливают сыворотку так или иначе, или отправляют там на утилизацию, на что тоже тратят деньги. Это с одной стороны. С другой стороны, мы решаем проблему импортозамещения, потому что практически 100% молочного белка мы сегодня импортируем. Рустам Минниханов поручил изучить применение таких технологий министру сельского хозяйства, даже несмотря на дорогостоящий проект – больше 2 миллиардов рублей. Это практически оборудование только, еще строительство, инженерка, плюс практически еще столько же. Может быть, какое-то субсидирование можно получить, выйти на министерство сельского хозяйства, потому что эта тема все равно, она связана с экологией. Сыворотку надо использовать. Давайте продумаем. Московские специалисты предложили создать цифровой сервис для молочных ферм. Он поможет прогнозировать и управлять агрокомплексом. На текущий момент мы работаем с компанией «Агросила» на площадке в Заинске. Уже за период с апреля по сентябрь нам удалось сократить затраты на кормление на 2 рубля в 1 килограмме молока и сократить упущенную выгоду предприятия более чем на 230 тысяч рублей ежемесячно. Модернизировать сельское хозяйство предложил и Виктор Никитин. Он представил идею модульных хай-тек ферм. Модульность позволяет наращивать быстро эти фермы, запускать их в течение нескольких дней после доставки на площадку нашего клиента. Они климатонезависимые, то есть сегодня подтверждено, мы работаем в диапазоне минус 35 плюс 55. В пилотном режиме 2 такие фермы появятся в Сабинском районе. Давайте начните и потом будем тиражировать. 3 месяца вам времени. Значит, через 3 месяца съездим, посмотрим. Все сегодняшние предложения президент поручил рассмотреть детально. Рамиль Галиуллин, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.